Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, музычная рубрика «Такога вы не чулі», Маша Калеснікава пры мікрафоне. У нас сёння незвычайны эфір, у нас цікавая калабарацыя. Мы сёння вам пакажам такое шоу. Гэта Евген Зыкович, гітарыст гурта «Гліч» і ягоны сольны праект «JJ Ок». Так. Альберт Літвін, вядомы мінскі музыка, і Андрей Мамай, гэта вядомы відэааператар. Слишком вядомыя. Ладно, добра. Такім чынам, хлопцы стварылі класную такую калабарацыю. Вы зараз гэта ўсё будзеце назіраць. Тое, што мы зараз тут пабачым, гэта менавіта ўплыў каранавірусу і таго, што людзі зараз заселі і прыдумалі нешта такое цікавае, ці гэта вы ўжо стварылі даўно і зараз просто ёсць такая добрая нагода гэта прадэманстраваць? Ну, нет, это у нас давно появилась идея. Когда я еще записывал свой сольный альбом и планировал с ним выступать, мы делали выступление с Альбертом вместе, попробовали. И с этого момента начали как бы в плане музыки сотрудничать. А с Андреем мы вместе с его видеорядами, я выступаю уже, наверное, сколько мы, год или полтора делаем что-то. Вот. Поэтому это даже не идет у нас как отдельный проект. Мы подумали тогда с Альбертом и решили, что пусть это будет так же, как JJ Ок, под этим же названием мы будем делать новый материал. По сути, материал не сильно отличается от того, что я делал до этого, просто к тому, что уже было, добавилось как бы еще одна голова и еще одно музыкальное видение. Все так, все правда, подтверждаю. Добра, што вы хочаце паказаць вось гэтай канцэпцыяй, гэтым творам? Что мы хотим показать? Мы, во-первых, показываем наш новый материал, который мы сейчас готовим к записи. Я думаю, что мы в сложившейся ситуации очень скоро уже начнем записывать новый альбом, может быть, даже в эту пятницу, да? Почему бы нет? Вот, и это наш новый трек с нового альбома, он показывает, как мы изменились, как мы сейчас будем звучать по-новому. Вот, плюс мы с Андреем сделали, вот Андрей сделал замечательную инсталляцию. Мы стараемся сейчас постоянно как-то придумать что-то новое, придумать какие-то интересные моменты с видеорядом, чтобы наш проект это было не один человек, а как бы 3 действующих лица. 2 на сцене и 1 вот за кадром, который создает всю картинку. Так, я могу от себя добавить? Конечно. В общем, концепция, ну, с моей точки зрения, концепция простая для меня. Женя по-прежнему главный, и это по-прежнему его проект, просто уже, наверное, не очень сольный, но это не важно, на самом деле. Мы просто получаем удовольствие, в первую очередь, от того, что делаем. Ну, и началось для меня все с того, что я знал Женю давно, потом был на одном из его выступлений и подумал, было бы клево включить что-то под это, и я прям вот очень советую прямо так и делать. Если у вас есть искренний порыв подойти и сказать: «Эй, парень, а можно я под твое музло еще и биты какие-нибудь повключаю?» И все сработало, и нам всем, я думаю, нравится. Мне так точно. Вот. А концепция и видение здесь очень простые, мне кажется. Мы просто хотим, чтобы это было. Вот, все. То есть сначала ничего нет, ну, в смысле, ничего из вот того, что мы сделали, нет, и нам просто очень хочется это создать, наружу выплеснуть, и все. Ну, для меня это так. Андрей, чему ты вырашыў далучыцца да хлопцаў? Далучыцца? Ну, во-первых, потому что я занимаюсь видео, и вот эта вся тема видеопроекции или виджеинга мне очень близка. А Жене я даже не помню, как мы вообще впервые видеоряд запустили. По-моему, это в Варшаве было. Но идеи были давно что-то сделать вместе с Андреем, но мы как-то все не добирались до сути. А вот, да, наверное, в ноябре мы с тобой первый раз сделали видеоряд, а потом следующий концерт у нас был уже в Минске после Варшавы, и мы уже с Альбертом втроем. Слухайте, паколькі у нас мала часу, так? Вось наколькі жывучая такая музыка, так? Гэта музыка навекі, так? То бок можна там на 100-годдзе яе уключыць будзе праз 100 гадоў і таксама паслухаць. Усё ж праз 100 гадоў будзе нешта іншае, а гэтая музыка, гэта музыка больш для сёння, як адлюстраванне цяперашняга часу і цяперашняга стану там душы. Есть мысль? Да, у меня есть ответ. Давай. Как, что, где, когда. Мы не думаем об этом. Я могу порассуждать, но главная мысль на эту тему у меня такая, вот продолжая ту тему, что вот мы просто хотим что-то создать. Когда любящие родители заводят ребенка или что-то такое, я подсмотрел эту мысль в одной документалке про Юфита, но мне она очень нравится, я ее просто перескажу. Любящие родители не создают, в смысле, не начинают новую жизнь, потому что они планируют
добавить еще одного там пограничника, врача, солдата или что-то такое в человеческое общество. Они просто хотят, чтобы это появилось. И вот нам трудно изнутри, ну, мы очень субъективны в этом плане, рассуждать.
Дзякуй, што завіталі. Я нагадаю, што гэта музычная рубрыка, такога вы не чулі. Праект JJ Ок, Евген Зыкович, Альберт Літвін і Андрэй Мамай. Не хварэйце, заставайцеся з намі.